Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. Торговый, промышленный и инвестиционный потенциал более чем 150 стран и регионов мира будет представлен на открывающейся во вторник в Шанхае второй китайской международной импортной выставке. Свою продукцию и услуги в павильонах Национального выставочного конгресса «Центра» на площади порядка 360 тысяч квадратных метров представят свыше 3000 компаний со всего мира. Экспозиция России в этом году включает в себя национальный павильон с зоной для презентаций и деловых мероприятий. На этой площадке свои возможности в сотрудничестве с Китаем представят ряд крупных российских компаний, среди которых, в частности, Ростсельмаш, силовые машины, вертолеты России, Русал и ряд других корпораций. Что касается российских агропромышленных компаний, то их участие станет самым масштабным и займет центральную часть деловой программы. Свою продукцию в данном разделе представят свыше 40 российских компаний из агропромышленного комплекса. Россия намерена поставлять Таиланду авиационную технику. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал данное направление перспективным и указал на то, что сотрудничество стран не исчерпывается сферой туризма. Среди других направлений он назвал сотрудничество в цифровой сфере и инфраструктуре. Результатом может быть даже некоторое изменение структуры товарооборота между двумя странами. Кроме того, глава Кабмина также указал на неплохие возможности сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Российская сторона может поставлять мясо, в свою очередь Таиланд – фрукты. Названы регионы с самым доступным дизельным топливом для населения. В 2019 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на середину октября средние потребительские цены на дистопливо в целом по стране составили 46 рублей 24 копейки за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец прошлого года. Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличается в разных регионах страны. Наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива. В числе лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1500 литров дистоплива. Еще в 9 регионах на среднемесячную зарплату доступно более 1000 литров дизельного топлива. В числе лидеров по его доступности преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Меньше всего дистоплива на среднемесячную зарплату могут купить жители Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской республики. При этом уровень цен на дизельное топливо в этих субъектах ниже общероссийского более чем на 1 рубль за литр. Индекс промышленного производства Якутии показал максимальный рост за последние 6 лет. Так, по итогам 2018 года он составил 109% за счет опережающего роста добычи золота, нефти, газового конденсата и обогащения угля. О положительной динамике сообщили в Министерстве экономики региона. В ведомстве отметили, что также на рост индекса повлиял ввод крупных промышленных и инфраструктурных объектов, таких как ГОК на Верхнемунском месторождении алмазов, фабрика Денисовская, месторождение серебра Вертикальная и золотодобывающий рудник ГРОС. Что касается прогнозов на 2019 год, то индекс промышленного производства ожидается на уровне 107,3%. Он будет обеспечен за счет начала добычи газа и нефти с Чаендинского месторождения, роста проектной мощности угольных проектов компаний «Колмар» и «Мечел». Более 5700 якутян были трудоустроены в 2018 году в промышленные компании в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». В настоящее время в проекте участвуют 23 компании. За первое полугодие 2019 года рабочие места в промышленных компаниях обрели более 3200 человек. Из них более 1300 молодых людей в возрасте до 30 лет и почти 900 человек из числа граждан, проживающих в сельской местности. Всего до 2024 года в промышленные предприятия планируется трудоустроить около 27,5 тысяч человек в 27 предприятиях. Компания «Алроса» подвела итоги международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров, который проходил в Дубае. Суммарная выручка от продаж превысила $7 миллионов США. На аукционе компания реализовала 112 крупных алмазов общим весом 1740 карат, что составило 75% предложенного алмазного сырья. В нем приняли участие 84 компании из крупнейших мировых центров алмазной торговли, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Бельгии, России, Израиля и Гонконга. Следующий аукцион по продаже алмазов специальных размеров также пройдет в Дубае в декабре. Это будет 5-й по счету аукцион на этой торговой площадке в текущем году.
Это были все новости экономики к этому часу.